Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе вопросы прямого взаимодействия с предпринимателями. Заседание рабочей группы в правительстве. Детям в подарок премьер-министр передал микроавтобус школе-интернату села Калдахара. Встреча друзей в Нальчике отметили столетие Баграта Шинкуба и 85-летие Агу. Еще в мае 2017 года распоряжением главы государства была создана рабочая группа в целях разработки предложения по созданию благоприятных условий осуществления предпринимательской деятельности в Абхазии. Сегодня состоялось заседание рабочей группы, на котором были обсуждены вопросы прямого взаимодействия правительства с предпринимательским сообществом страны. Репортаж Ирины Аршба. В составе рабочей группы, которую возглавляют вице-премьер Беслан Эшба, члены правительства, депутаты парламента и представители предпринимательского сообщества республики. На совещании обсуждалась новая экономическая система, которую необходимо разрабатывать с учетом реалий и поэтапно внедрять с целью успешного развития бизнеса и государства в целом. В правительстве Абхазии понимают, какая первоочередная помощь необходима предпринимателям Абхазии и готовы к определенным шагам в этом направлении. В первую очередь это понятная вменяемая налоговая база, в первую очередь и, безусловно, финансовая поддержка. Льготные кредиты, длинные деньги. Понятно, чтобы это были разумные проценты для, допустим, организации производства, будь то там туристическая сфера, строительство, гостиниц, отели. То есть действительно это нужно по срокам смотреть, чтобы финансовые возможности, кредитные возможности были совершенно другие. Стабильность налогового законодательства – главный принцип развития экономики. Министерство экономики республики разработало концепцию налоговой реформы, рассчитанной на 5 лет, в которой учтен международный опыт и специфика нашей страны. Осуществить реформу планируется в 3 этапа – подготовка нормативных актов, принятие и внедрение этих актов и устранение недочетов. В любом случае между государством и предпринимательским сообществом должен быть принцип справедливости, отмечалось в ходе совещания. Пересмотр налоговой нагрузки, создание единого налога на прибыль с оборота, индивидуальный подход к производителям, обладающим патентом, налоговые послабления производителям-экспортерам. Правительство готово концептуально подойти к созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Абхазии. Правда, в этом случае и предпринимателям придется систематизировать систему затрат, показывая свои реальные доходы. Систематизация затрат, это касается и командировочных, это касается там и зарплат в конвертах и так далее. Вот это все должно быть исключено. Давая такие уход, безусловно, от налога на дивиденды и так далее. То есть человек или предприниматель или юридическое лицо заплатил один раз государству со своего чистого заработка. И на этом заканчивается история. При этом честно показал все затраты, которые он несет. Вот такой концептуальный общий подход. Поэтому задача поставлена такая нам всем, и президентам, и председателям правительства, чтобы попытаться в этом году, в 2018 году, окончательно завершить, будет это поэтапный ввод и так далее, но чтобы мы поняли, и предприниматели, и государство, как нам дальше работать. Потому что существующая система, она вот такими превентивными мерами, она в некотором случае вызывает недовольство, в некоторых случаях там у предпринимательского сообщества есть что сказать, даже по тому же НДСу, но извините, и у государства тоже есть что сказать. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарава отметил, что у предпринимателей Абхазии и правительства одна общая задача – построение экономически развитого государства, и взаимодействие в этой области, по его словам, должно иметь результат. Мы должны очень хорошо проанализировать ситуацию, мы должны понимать, где укрывательство происходит, где люди действительно зарабатывают небольшие деньги, и их нужно простимулировать, их нужно как-то освободить. На самом деле и закон об НДС, он тоже нужен, конечно. Я не человек, который бездумно выступает и говорит, что там отмените этот закон. Нет, просто нужно дорабатывать, нужно вносить поправки, нужно, на мой взгляд, ставку менять. Мне кажется, что нужно изменить, как бы расширить, наверное, группу товаров. Надо смотреть, считать и принимать разумные решения. В основном предпринимателей Абхазии волнуют условия обеспечения добросовестной конкуренции. Именно этот вопрос – главная задача реформирования налогового законодательства. Основной упор большинства предпринимателей – это прозрачные, честные правила. Второе – это льготное кредитование, чтобы была поддержка приоритетных отраслей. Это стратегическая задача, которую надо
решать. И третий вопрос связанный с вопросами амортизации, вопросы, связанные с боем, где, допустим, начисление НДС товар испортился, чтобы предприниматели могли его дальше использовать в зачетных схемах, что сегодня, к сожалению, да, это мы признаем, это постановление правительства, наверное, надо, Беслан Филович, помочь предпринимателям подготовить. На совещании говорилось и о том, что многие предприниматели Абхазии не имеют специальных знаний ведения бизнеса. Для этого необходимо создание бизнес-школ и различных экономических программ просвещения, в том числе и на телевидении. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Калдахарская школа-интернат получила в дар от правительства микроавтобус. Сегодня премьер-министр Беслан Барцыц вручил ключи директору школы-интернат. В конце прошлого года министр образования и науки Отгур Какоба обратился к премьеру-министру Беслану Барцыц с просьбой помочь решить вопрос с транспортом для Калдахарской школы-интернат. В интернате 146 учащихся и 75 сотрудников. До сегодняшнего дня учебное заведение не было обеспечено транспортом, а он был необходим. Ведь школьники и учителя несколько километров были вынуждены самостоятельно добираться до интерната, что мешало учебному процессу. А о том, чтобы совершать совместные поездки учащихся и учителей, даже речи не шло. И вот в начале этого года правительство приобрело и передало в дар Калдахарской школе-интернат 16-местный микроавтобус. Министр ахцела бремашина, что десгало, нас вчера хлоп шатана, и шохто интернат ведушгал, бехехав мубалшара, Калдахара пилице интерната зюген, а машина шутерария машина, еще сейчас что-то ичецу, звичая, рнага разюген. Как отметил директор Калдахарской школы-интернат Дмитрий Пасхалов, с приобретением школьного транспорта будет решен ряд вопросов. Теперь дети смогут без всяких преград ездить на различные олимпиады и соревнования. В свою очередь премьер-министр Беслан Барцыц заверил, что в ближайшее время будет решен вопрос с автотранспортом в лицее-интернате. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Чуть больше 100 емкостей из-под аммиака обнаружили жители села Баслата Сухумского района на территории бывшей водолечебницы по улице Чанба. О находке были оповещены сотрудники МЧС республики. Прибывшие на место спасатели насчитали 108 баллонов. Аммиак – вредное вещество, которое может нанести вред здоровью человека. Но так как все обнаруженные емкости пустые, они не представляют собой опасности. Для чего и кто оставил баллоны на заброшенной территории, неизвестно. Баллоны не представляют собой опасности, так как вентиля все вскрытые, баллоны пустые. На данный момент после обследования обнаружено, что у нас 51 большой баллон под аммиака и 57 маленьких баллонов. Аммиак используется, да, как хладоген в холодильных установках промышленного типа. По маркировке на баллонах большие баллоны 2007 года, то есть они новые, производства Турции. С 12 по 15 декабря делегация профессорско-преподавательского состава и студентов АГУ с официальным визитом побывала в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Поездка в Нальчик была приурочена 85-летнему юбилею АГУ и столетию народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба. Торжественный вечер, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Абхазии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии Баграта Шинкуба и 85-летнему юбилею АГУ, проходил в Фонде культуры Кабардино-Балкарской республики. В нем приняли участие представители национально-культурных центров Абхазии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, а также преподаватели и студенты Абхазского и Кабардино-Балкарского университетов. Абхазы и кабардинцы – братские народы, и подобные встречи еще больше укрепляют взаимоотношения народов, отмечалось на встрече. Самые лучшие сыны Кабардино-Балкарии сохранили свободу Абхазии. Самая любимая нашим народом площадь Нальчика – это площадь Абхазии. Одни из самых желанных гостей республики – это абхазцы. Поэтому, обращаясь к вам, мои дорогие братья, хочу вам низко поклониться и сказать спасибо за ваши
великие повседневные дела во славу дружбы между Абхазией и Кабардино-Балкарией. Декан филологического факультета АГУ Батал Хагуш рассказал об истории становления нашего университета. В своем выступлении он также отметил, что после войны немало студентов из КБР обучались в АГУ, и сегодня двери Абхазского университета открыты для братьев Северного Кавказа. Заведующая кафедрой абхазской литературы АГУ Диана Гаджинджел отметила значение романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», рассказавшего всему миру о великой трагедии кавказских народов, в частности, убыхов. Старшие и младшие гордимся тем, что оказались современниками Баграта Шинкуба, видели, слушали, общались с ним. Это дорогого стоило. Если его читать много и внимательно, то у нас выработается инстинкт, который не позволит нам не прогнуться, не уступить, не сломаться и достойно строить свое будущее. На вечере царила теплая дружеская атмосфера. Его участники обменялись памятными подарками. Мероприятие, посвященное столетию со дня рождения Баграта Шинкуба и 85-летнему юбилею АГУ, продолжилось на следующий день в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Также в ходе поездки делегация АГУ посетила дом-музей кабардинского народного поэта Кайсына Кулиева. Побывали на вечере народного артиста КБР Зубера Ивазова. Встретились с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии в городе Баксан. Добровольцы подошли к нашим ребятам, сказали, не напрасно мы воевали в Абхазии, мы горды тем, что мы там находились. Там всегда доброжелательно относятся к Абхазии. Вот эту теплоту мы всегда должны передавать молодежи и дальше, чтобы она продолжалась. Абхазский государственный университет и КБГУ и в будущем намерены проводить подобные встречи с молодежью для укрепления связи. Алика Трапш, Астамон Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачность без осадков. К вечеру возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 10-15. Температура морской воды 10 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.